Кумертауское авиационное производственное предприятие «Кумап» основали в 1962 году на базе Кумертауского ремонтно-механического завода. Там производят вертолеты с соосной схемой разработки конструкторского бюро «Камов». Несколько лет назад у компании «Кумап» начались проблемы. С 2016 года на предприятии пришлось сокращать сотрудников. Ради Хабиров, как только стал временно исполняющим обязанности главы Башкортостана, попросил помощи у президента России Владимира Путина. Благодаря федеральной поддержке предприятие удалось спасти, и у «Кумапа» появились заказы. Здесь вот два вертолета. Это контракт у нас с Таиландом. В данный момент уже готовы к отправке. 17 апреля по программе мы с ними еще дополнительно подписали. Их состав приедет к нам сюда. Теоретическое обучение будет и практическое. И в конце мая, в июне эти вертолеты мы отгружаем в Таиланд. И уже в Таиланде пройдет второй этап обучения тайской группы. Уже установлен тоже система пожаротушения, будут проводить обучение у себя. Ну а вот сам вертолет вот. Я все руководство ЧС сюда пригласил. Ага. Ну вот да, мы в прошлом году, вот Ради Фаридовича были, ровно год назад, как раз в марте мы готовили. Успешно провели летные испытания. Данную систему пожаротушения БАК по сравнению с импортозамещением, то есть ранее покупали в Америке, Симплекс, он был 3 тонны воды. Мы спроектировали и сами разработали Кумертауское авиационное производство предприятие БАК 4-тонный. Провели испытания. 25 декабря получили сертификат Росавиации. То есть данный БАК сертифицирован. На сегодняшний день продолжается второй этап испытаний. Установка водяной пушки, система обогрева. Если вы вот видите, то есть на ней полностью идет обогрев. Предварительно мы 18 февраля провели испытания. Все работает. Вот сегодня как раз это запланировано следующее. Вот ловили минусовую температуру, чтобы за минус 20 выходило. Будем проводить дальнейшие испытания. Единственное на сегодняшний день, это остался двигатель Rotax совместно с уфимской компанией. Нашли двигатель, там парень делает для гоночных машин роторно-поршневые двигатели. Кстати, один из ведущих в России. И он сейчас начинает специализироваться на авиационных двигателях. Вот мы с ним скооперировались, сделали насосную станцию по характеристикам. Крышку можно открыть? Можно, да. конечно. Да, можно сзади зайти, да. можно... Вот это вот все двигатель 100 сил. Вот это вот насос, который эти 100 сил переваривает. Вот ливнинский насос, все отечественное. Мы по характеристикам в 2 раза выше, чем имеем американское. Ну, в рамках импортозамещания хотим уйти от Ну, не сертифицированный, конечно, объем большой по сертификации предстоит, но зато это перспективно. И плюс ко всему мы этот двигатель перевели на работу на авиационном керосине. То есть если кто работает на бензине, то сейчас у нас мультитопливная система. Ну, вообще мультитопливный двигатель очень интересный. Если вот это вот удваивается вот это, то получается 200-сильный двигатель. То есть по габаритам, по массовым характеристикам очень хороший. Мы вот эту вот связку уже насос отправили в Ливны на завод пожарного оборудования. С директором договорились, они поставили на стенд, проверили, получили характеристики, сняли. 112 метров напорный и 40 литров в секунду расход. И тот же завод пожарных насосов заинтересован, чтобы поставлять даже не только в составе вертолета, но и отдельно. Забор воды вот как раз на самом рукаве. Установлен вот он насос, то есть он сам вот уже он зависает. Да, в прорубь за счет мы еще что дополнительное сделали, чтобы увеличить скорость вертолета. На симплексе нет, но здесь установили лебедку. То есть он подлетает, тросом опускает рукав погружает летчик в прорубь там зимой или в водоем летом, забирает воду, потом лебедку включает, убирает рукав и полетел. Раньше рукав мотался в воздухе при полете, соответственно. Ну и дополнительно, что сделали, вот установили обогрев. То есть, чтобы зимой она не замерзала. На данном баке, на симплексе створки открывались и вода сбрасывалась. Здесь мы поставили 4 отсека уровня.
То есть может передние створки открыть, сбросить определенную воду, может задние открыть, может створки открыть не полностью на, скажем, на полный ход, а регулировать и малым потоком сбрасывать. И вот это важно, Эффективность тушения при этом увеличивается. Пушка у нас вообще служит для тушения высотных зданий. Вот, как раз. Пушкой и либо горные склоны тушат ей, где подлезть, это вертикальные поверхности. А вот бак можно тушить любые пожары площадные. У нас, к сожалению, автолестница достигает только до 16 этажа. А это горизонтальное тушение, подлетел, в окно подал. Имея 4 тонны воды, очень эффективное тушение. Здесь мы дополнительно установили штуцер. То есть, если нет водоема рядом, пожарная машина подъезжает, рукав подстыковали, от пожарной машины мы закачали воду в бак. Минута и все. Все, буквально за минуту вот можно он стоит. закачать. То есть, грубо говоря, там, если водоема близко нету, есть пожарные машины, которые подъехали с колодца, закачали воду централизованно. И, А соответственно, вот пушка, вот она пушка, да? да. У нее за счет отбора воздуха, то есть подачи от двигателя, пушка выдвигается вот еще настолько же, да. Еще она выдвинется. То есть вот это вот. Чтобы один раз увидеть, один раз услышать. Вот она. Вон как. Она выдвигается, да. Разрушили вот эту пушку. Разработали здесь. А струя какая у него примерно? Вот как бьется? Значит, вот у этой пушки с американским насосом 40 метров, 30-40 метров. Это вот он до двери бьет, что ли? Ну, дальше. Дальше чуть-чуть. Да, примерно так. Но у нас по условиям безопасности 2 диаметра винтов. То есть он должен подлетать не ближе 2 диаметров. То есть за 2 диаметра он бьет. Вот это должна бить 60-80 метров. То есть у нас все время есть замечание, что 40 метров от летчиков и МЧС недостаточно. Мы из-за этого вот эту станцию делаем для увеличения дальности в 2 раза. У нас вот в этом году уже пожар был тяжелый в труднодоступной местности, да? в Бурзяне, в Белорецком. Там же, получается, на склонах, да? Именно на горе. И там и воды не было, так? Чуть ли не руками таскали, да? На лошадях и руками. Ну вот, Рафаэль, если посмотреть, мы сейчас уже маленько поизучали, вот, что хорошо. Во-первых, ВСУшка есть, которая сбрасывает, в принципе, забор. То есть тут две системы. Вместо бака вот этого внутри устанавливается внешнегрузовая подвеска, и на этой подвеске, то есть на трассу ВСУ-5, то есть 5 тонн. 5 тонн. У нас все-таки, лето было такое, беспокойное. У нас сейчас, по-моему, спокойного лета не бывает. Знаешь, климатика меняется, у нас каждый год пожароопасный сезон увеличивается. И мне такое ощущение, что все-таки человек все дальше и дальше проходит туда, что ли, или безответственнее становится. Но пожары становятся бичом. Тут еще мы развиваем туризм. И у нас зачастую, вот сейчас вот сплавы начнутся, да, мы зачастую идем в эти дебри, да, и спасаем вот этих катамаранщиков, там, те, кто сплавляется, пострадал. Мы там очень трудно достигать их. А вот с вертолетом было бы намного лучше. А вот смотрите, что важно сейчас. Вот, сейчас же не поздно, это же навесной все. Нам обязательно нужно сделать вот тех задания правильно. Ну, мы в проекте контракт, который мы там все это, просто надо тогда садиться. Ну, просто вот смотрите, да. раз уж мы берем и тратим деньги серьезные, да, это действительно спасателям нужно дать машину нормальную. Первое — это пожаротушение, причем разных видов, с пушкой там или там со сбросами и так далее. Второе — это спасательное действие. У нас иногда бывает, что мы там, вы выезжаете, тяжелые аварии. 138 человек мы как раз эвакуировали из горной местности. 80 выездов было только за 2020 год. То есть постоянно у нас теряются туристы, теряются грибники. То есть у нас постоянно, вот особенно в Белорецком районе, вот такие выезды. А вот еще можно сюда, внутрь, туда, вот их технику, металлорежущие, там, издвигающие. Вот как раз это, да. В конце концов, если мы медицинский модуль, там, скажем так, это проблема, но носилки же крепежные есть, да? Просто Они носилки. штатные. Они штатные. 4 носилки, да? Вот вам, пожалуйста, тяжелая авария, где-то, не дай бог, случилась, вылетел, сразу вытаскиваете, эвакуация сразу, садятся медработники и улетели и так далее. То есть его надо, задача какая, если мы идем на такие
траты, это многофункциональный должен быть вертолет. Вот если посчитать ущерб от пожаров, даже у нас, который произошел, и сколько сил было затрачено, сколько народ там работал. Да даже чтобы одного человека найти в лесу, несколько единиц техники работает на земле, и до сотни человек работает по поиску этого человека в лесу. И тоже много страдает. Хотя, может, вот, с тепловизором один сработает Но вот еще. у нас планы какие? Планы-то грандиозные. Вот это вот спасательный, а тут медицинский модуль. И вот его как раз можно на поисковика или на... Ну, вот сейчас вам надо продумать, вот мы уже заложены, сейчас машину посмотрим, и мы уже решение все приняли, так что вот... Я Андрея Геннадьевича попрошу, он соберет вас тогда, вместе снова вы подготовьтесь ему, вот, что мы хотим. Но с учетом делайте, что у нас 2 борта будет. Вот это вот, ну, система пожаротушения точно, тот медицинский блок. И вот посмотреть там, где может быть быстрее. А у того скорость быстрее, нет? У 226? Одинаково. Чуть поменьше. Но вопрос другой, что тот, конечно, на поиске, он подешевле, летный час. Просто летный час, вот я о чем и, да. Просто. В 2016 году, как раз будучи директором по производству, когда я был, вот как раз создали вот данный участок для ремонта, полностью отделили от сборки. Раньше сборка была вперемешку всего. Вот сейчас здесь находится 11 вертолетов. Вот по этому году у нас 7 вертолетов. Вот первые 2 вертолета уже приступили к монтажам. И на той половине. А вот я вижу, проводов тут много. Вы провода где берете? Провода мы покупаем, жгуты все сами делаем. Я в одно время, когда в прошлом году был на Уфим кабеле, там другой тип провода, то есть он не авиационный, он как сказать, промышленный. Допуски уже не те, да. Ну, на этой половине вот сейчас 2 борта вот мы привезли на трале, то есть вот он вот такой низкий, то есть на трал сажает, вот как здесь сейчас стоит. Привезли буквально 2 недели назад, один уже разобрали, сейчас его в малярку повезут на следующей неделе мыть, смывать, полностью дефектовать там это, и потом уже грунтовать, красить, привозят уже в таком состоянии и приступают уже к сборке. Ну, здесь вот как раз, Радик Фаридович, вот запущен агрегат уже 226-го вертолета, то есть стабилизатор, хвостовое оперение, кили с рулями. Дальше. Это вот наш. Это вот, да, как раз мы уже опережающим запуском, то есть запустили, соответственно, планируем где-то в 3-м квартале фюзеляж уже изготовить. То есть вот это вот вы уже начали, ну, по фрагментам. То есть детали собственного производства, мы ни от кого не зависим, мы уже сами себя внутри здесь. Закупаем материалы и уже запустили изготовление. Там вот как раз центроплан у нас уже заложен в стапеле. Вот как раз вот бак. Это нижняя часть, да, наверное? Не-не-не. Нижняя часть мы видели, а вот это внутри вертолета стоит. И вот как раз створки, вот они. То есть 2 отсека, то есть он может открыть передний отсек, полностью сбросить это, потом открыть задний. Или регулировать, сбрасывать воду, уже рассеивать полностью все это. Ну и сразу мы уже заложили здесь, то есть обогреваемые, то есть чтобы в минусовых температурах обогревалось. То есть вот уже стоят обогреваемые накладки, чтобы не прилипли, не замерзли, соответственно. Ну и вот эти 2 вертолета вот мы запустили, это модернизированные. Это вот модернизация К-30. Первый вертолет и второй вертолет. Как раз вот этот 2-й вертолет мы планируем на Максе живет. Вот это вот. Да. Сейчас А вот, тут замена движков будет? Вот. да, полностью это. Мы что сделали, чтобы сократить программу испытаний, из-за чего 2 вертолета запустили. На одном вертолете ставим двигатели новые, вот на этом, ВК-2500 от ДК Климов, это Санкт-Петербург. А этот вертолет, получается, ставим новое Брео. И, соответственно, параллельно будут проводиться 2 вертолета испытания. Потом, после того, как двигатель закончит испытание, одну программу устанавливаем сюда и продолжаем испытание уже, совместив двигатель с новым Брео. И, соответственно, задача стоит в 2022 году
в октябре месяце получить сертификат на данный вертолет. И в плане у нас уже в ноябре, в декабре поставить первую партию вертолетов. Ну а вот двигатели как раз вот 226 и 32 машины. Вот это уже климовский, да? Это климовские двигатели. Они как разработчики были, просто серийно отдавали в Запорожье, завод потом это. Ну а сегодня мы покупаем у них это все. Два вот таких двигателя стоят на 32-м, да? Да. Ну, они левая группа, правая группа. То есть, если откажет один из двигателей, летчик с одним двигателем, вертолет может довести до пункта назначения, что на 226-м отказывает один двигатель, он все равно ведет его уже с другими, как говорится, мощностями, но запас мощности у одного Глохнет, то сядет все. в режиме ротации, то есть он сядет за счет соосной системы. Вообще, вот я каждый раз сюда приезжаю, ну, в таком, ну, чисто, как-то все аккуратно. В первую очередь авиационное предприятие, здесь запрещено пыль, грязь. Не забалуешь, да? Нет, у нас по нормативам и федеральным авиационным правилам, особенно на сборке и все, в день, то есть по 2, по 3 раза даже на самом вертолете проверять, чтобы ни винтик, ни гайка не валялась на полу. Ну, а, соответственно, культура производства это... Ну, а так глубокая модернизация, там, крайний раз в каком, в 2010 году где-то было, да? Да, 10-й, Вот это мы вот это участок как строили, вот. И потом после этого инвестиции закончились по линии федеральной. Успели какие-то станки купить, да? Ну да, планировалось на этом участке станки, все, мы вот успели купить. Ну, в рамках ФРП, вот это, который мы получили, мы заложили там почти 75 миллионов на закупку оборудования. Вот сейчас как раз закупаем оборудование, чтобы здесь расставить, потому что на сегодняшний день данные станки, ну, не справляются по мощности. Данный участок в 3 смены работают они у нас. В 3 смены? Да. В выходные? Да. Ну, сегодня выходной. Ну, они субботу, воскресенье работают. Ну, это вот К-62 колонка. Рулевой винт на К-62 тоже. Это вот то, что вы там собрали там с вертолетов России, да? Да, ну вот данная колонка вот сейчас для Улан-Удинского вертолета 226-го. То есть это первая колонка, вот, которую мы сейчас изготовили. Внешне вроде бы от колонки нашего 226-го ничем не отличается, но изменено за счет рукавов, углов и то, что редуктор выше стал. Вот он, новый редуктор стоит, он на 108 сантиметров выше он. Соответственно, и колонка, вал и все длиннее. А так, вот, кстати, вот рукава собирают на вертолет, вот, который в цехе находится. И вот рукава на колонку, которая в Улан-Удэ. Внешне вроде бы одинаково все. Ну, есть где-то там балки, угол по-другому, вон там даже визуально видно, они угол атаки по-другому все. Складывание лопастей, соответственно, все. Поэтому полностью вот, учитывая, что освоено, все оставили здесь у нас. Даже элементы фюзеляжа для Улан-Удэ мы все ПКМовские детали, то есть полностью изготавливаем все сами. А уже стыковку они делают у себя. Ну, мы пошли тогда дальше по своей. Вам задача понятна, получается, да? Ну, пригодится? Конечно. Пригодится. Я думаю, вот так вот, чтобы вы были до зубов, как говорится, вооружены. И пожары, и все. Поэтому сейчас вот уже начинайте, там, команды дайте своим, что вам нужно. Мало того, отработать там, где уже вертолеты есть, и Да, да, что-то узнать, доработать, что ага. может быть еще лучше сделать. Чтобы оценить, не повторять чужие ошибки. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня к нам в гости приехал Ради Фаритович. Ну, соответственно, собрали здесь вас, чтобы поделиться, какую работу на сегодняшний день проделывает республика совместно с корпорацией Ростех, чтобы наш завод дальше работал, процветал. Поэтому, Ради Фаритович, вам слово.
Всем добрый день. После встречи с вами я, в принципе, сразу начал диалог и с вертолетами России, и с министерством. Но на тот момент, вот откровенно скажу, ситуация была такая, что предприятие будет агрегатным. То, что годами, десятилетиями наработано, мы могли потерять. У меня после этого была встреча с президентом. И я президента еще Владимира Владимировича спрашиваю: Владимир Владимирович, вы же знаете вертолет нашей КА? Он говорит: конечно, знаю. Я говорю: помогите нам его спасти. И он тогда дал поручение Чемезу Сергею Викторовичу и Сердюкову. И вот после этого мы очень плотно начали работать с Ростехом. Что самое главное сейчас? Первое, что мы сохранили производство как готового изделия наших вертолетов. Это первое. Второе, большой, на мой взгляд, успех, что мы и замахнулись, слава богу, и сейчас идет модернизация вертолета 32-го, так получается? Да. Соответственно, как следствие, третье, что начали появляться самые главные заказы. И вот тот страх, который витал над городом, над Кумертау в целом, над предприятием, что, соответственно, ведь к чему бы это привело, если бы предприятие агрегатным стало? Разумеется, сокращение. И сокращение рабочих мест произошло бы. Мы, слава богу, этого не видим. Поэтому вот такая история. Я еще раз говорю, попросил вас вот увидеть, вам доложить о том, что происходит. Знаете, вы тогда меня очень сильно удивили, честно говорю. Такое большое желание было сохранить предприятие. Я прям вот такой натиск был с вашей стороны. Я понял, да, здесь шутить нельзя, точно этим предприятием заниматься. И это правильно. Потому что, ну, это гордость и Кумертау, и для вас, кумертауцев, наверное, это такая символическая история. Поэтому вот так будем дальше идти. Спасибо, Ради Фаридович. Ну и, соответственно, как Ради Фаридович сказал, если в 2019 году выручка по предприятию составила всего 4,2 миллиарда, то в 2020 году, невзирая даже на пандемию, завод, скажем так, ни дня не останавливался, и предприятие уже за 2020 год индекс роста составил уже чуть ли не 50%, выручка составила 5,7%. Ну и на 2021 год, на сегодняшний день, у нас уже подписаны жесткие 7 контрактов, это поставку новых вертолетов. Ну и самое большое, то, что приняли все-таки решение в прошлом году о продвижении нашего вертолета, всеми любимого К-32, глубокую выполнить его модернизацию. Наша задача с вами в этом году уже на МАКСе продемонстрировать данный вертолет с установленными новыми двигателями ВК-2500. Самое главное, что данный вертолет К-32 модернизированный, он пройдет уже как по импортозамещению и будет адаптирован посадка на корабль. К сожалению, на корабль у нас мог только садиться К-27ПС, К-27ПЛ. К-32, гражданский вертолет, не мог садиться на корабль. Поэтому для нас это большая работа. Может быть, у кого-то, да, вопросы какие-то, да. Владимир Радифович, вам огромное спасибо, что вы нас услышали, ветеранов. Ту работу, которую вы проделали, так сказать, она важна как для завода, так и для города. Значит, одна небольшая просьба к вам, которую я на первой встрече высказывался после. Это наша болячка, авиационно-технический клуб. То есть он пока так и без самолетов остался. Да. Там небольшая сумма, буквально около 15 миллионов рублей. Потому что они сейчас все... Не дай бог, да, я понимаю, что не дай бог там их закрыть, чтобы они пропала эта история. Честно вам скажу, мы решение принимали, и я поручение давал тогда. Но потом вот эта пандемия началась, и мы очень сильно подрезали наши... Давайте так, вот в 2022 году, в 2022 следующем, ну, твердо обещаю, будет. Главное, чтобы ребята не распались и вот не разбежались, ладно? Чтобы пусть пока, да, вот это очень важно. Я с ними и самими встречался. Да, сегодня Олег Юрьевич их под шефство взял. Можно я здесь немножко скажу тогда, Ради Фаридович? Здесь, да, работа была проведена. Мы с Министерством молодежной политики и спорта отрабатывали этот вопрос. В этом году, до конца года, мы прорабатываем этот вопрос в полном объеме по финансированию. Значит, сам клуб предоставляет четкую сметную документацию, что необходимо будет. Совместно будет и Министерство молодежной политики и спорта, и город. Мы окажем вот это вот содействие и будем поднимать уже клуб. Спасибо большое за добрые слова. Я вам всем тоже хотел всех поблагодарить, ветеранов прежде всего. Всем спасибо большое тогда. Будьте здоровы. Спасибо.
Ради Фаритович, можно? Возвращаясь к КУМАПу, вы сообщили сегодня, что мы планируем закупить 2 вертолета для нужд республики. К-32 – это спасательный пожарный. Нам такой вертолет точно нужен, с учетом того, что вот мы же сами видели и прошлое лето, и позапрошлое лето. Нам нужен вот такой мощный для пожаротушения. У нас территория большая, разветвленная дорожная сеть, крупные аварии бывают. Поэтому нам нужен с функциями спасательного вертолета. Поэтому вот К-32 мы сегодня уже, вот я специально приехал посмотреть его в заложенном состоянии. И второй вертолет, который это следующим шагом пойдет, это 226-й, это медицинский модуль. Медицинский модуль, тоже модуль спасательный будет и медицинский. То есть вот для того, чтобы мы могли максимально оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и так далее. Разумеется, что это в свою очередь также некая такая поддержка для предприятия, потому что это загрузка заказов. Недешево стоят эти вертолеты. Ну и подчеркиваю, мы можем себе позволить, чтобы они у нас были. Я специально сегодня вот привез сюда руководителя ЧС федеральной структуры и нашей республиканской. Вы же видели, они как хором говорили, что такая машина им нужна. Помните, летом волонтеров не награждали, они бедные, значит, по лесу. Представляешь, что такое по лесу тащить ведрами воду на там какую-то высоту. А этот будет 2 вылета, и все, пожар закрыт. Вот, поэтому там даже чисто экономически, я думаю, это будет правильное решение, потому что тот ущерб, который мы предотвратим и сохраним наши леса от пожаров, он уже сам по себе будет компенсировать. Ну, а человеческой жизни он вообще не считается, как говорится, мы тут деньги не считаем, поэтому таких 2 вертолета. Но это помощь предприятию 2 года назад. Это помощь, да, предприятию. Ну, это самая маленькая. Помощь предприятия стояла в другом, конечно. Это такая маленькая. Помощь предприятия была в том, что мы смогли мобилизовать поддержку. Нам, прежде всего, довели до президента эту историю, что происходит с предприятием. Президент нам тогда, он дал поручение тогда и Минпромторгу и так далее, чтобы нас поддержали в наших начинаниях по сохранению предприятия. После этого это рабочее взаимодействие с вертолетами России, с Ростехом. Оно тут же привело к тому, что они, видите, собрали. Они почему в 3 смены-то работают? Потому что они в контуре вертолетов России, там пару десятков, наверное, предприятий, и они собрали заказы с этих предприятий, потому что здесь очень высокие компетенции. И поэтому мы сейчас делаем для вертолетов, комплектующих для Улан-Удэ, для Казани, для других предприятий. Но самый главный успех, я все-таки считаю, что мы пошли на модернизацию вертолета К-32. Вот, потому что сеть интеграционных связей была такова, что мы очень сильно зависели от украинских поставок, прежде всего двигателей. Вот сейчас мы от этого избавляемся, и мы в рамках импортозамещения ставим свои двигатели, свои комплектующие. И самое главное, подчеркну, мы модернизируем, то есть вертолет становится современным. Это же не молодые машины, в общем-то, они были созданы в Советском Союзе. Мы идем на модернизацию. Поэтому Спасибо большое. Счастливо. До свидания.